Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. По всей стране проходят многоуровневые выборы. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с семьей одним из первых принял участие в голосовании. Я готов служить в команде нашего первого президента, и любой итог я приму достойно. Поборы в школах, догазификация и ситуация с коронавирусом. Эти и другие вопросы озвучили на расширенном совещании. Рамзан Хаджи Кадыров поручил решить проблемы в кратчайшие сроки. 90 лет на сцене. Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова отмечает большой юбилей. Сцена чеченского драмтеатра – это сцена чеченской истории. Отражение нашей жизни, обычаев и национальной души. Они не только сохраняют домашний очаг и уют, но и заняты в политике, экономике, социальной и других сферах. 19 сентября – один из главных праздников в республике – День чеченской женщины. Я всегда говорю, что это такая работа, которую чем больше ты ее делаешь, тем больше у тебя работы. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Абдулхамида Кадырова в родовом селении Ахмат-Юрт. Проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Allah dal çağdı yaşbahon bokula khattani khottur maduşuk imahdin su Allah dala şun delkhil do ni'matah aş khudir aş mu khambir el ayet düsün çoltya yalçan san ashabu khaytir del yalçan sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah milah ni'matah jabdal diyeş duay ve duş khildal rizqa fi nikit imol shkhibiye ve yushuma yat bu bekin muasti buayn Batter dehken khildo tur os bat yok chudi lishoch temsh desh duoy khalon gah duoy yushum yatsway os ni'mata jobdal dizoy elcha wallahi diz el yashna sallallahu alayhi wa sallam os ni'mata jobdal madiz way el tahan Allah dal way din khildo dik way del khildo ni'mat chakh way nel khildo pargat wa nakh din lilu dunya lilu way nel khildo pargat Allah dal job khostur duoy Allah dal khambiye basha din khildo dikan Allah dala hiyah diye bah шашун дин хилдо дика шашун дел хилдо ни'мат ос ни'мат аль-хамбия бах. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. По всей стране проходят многоуровневые выборы. Действующий глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с семьей одним из первых принял участие в голосовании в родовом селении Ахмат-Юрт. На участках наблюдается высокая явка избирателей. Глава региона рассказал, с чем это связано. У нас есть семейные, религиозные, общественные институты, которые очень много делают для того, чтобы людям донести, что выборы это нужны, что должны выбирать свое будущее сами. Поэтому благодаря этим институтам у нас всегда бывает большая явка, и народ сплоченный показывает, что они вместе всегда и во всем. У нас есть команда, и в команде не имеет значения, где ты находишься. Во главе республики, или уборщик, или ты полицейский, не имеет значения. Поэтому я готов служить в команде нашего первого президента, и любой итог я приму достойно. Всего в регионе 495 постоянных и 20 временных избирательных участков. Свои голоса в первый день выборов отдали представители власти, правоохранительных органов, общественные и политические деятели. В первый же день проголосовали известные религиозные деятели. На всех избирательных участках традиционно высокая явка и царит атмосфера праздника. Советник главы Чеченской республики муфти Салах Хаджи Межиев одним из первых посетил избирательный участок номер 402 города Грозного. Он расположен в здании школы номер 16. Вместе с ним посетили члены его семьи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тағана пейскан деду, нүре деду, ти доғш хаз, дейл қиетам бош, ти доғш доғду, дейл қиетам ти боғш болша, ой харжамш каду, харжамш иза
Пайгамбар алейхиссалату вассалам сомалары шубол нагасан шувоши даг болар дала шен юк яди ковер харжар дала шун лет бухт ахилар гулиду нагасан шубол шувоши даг болуш баца шу шен юк яди ковер шу хоржуш баца шун лет кир ахилар гулиду. Советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов отдал свой голос на избирательном участке города Аргун. В Наурском районе царит атмосфера праздника. С самого утра здесь многолюдно. Жители региона активно участвуют в голосовании. С самого открытия поток людей не уменьшается. Сегодня праздничный день. Мы всем коллективам пришли проголосовать. Наши многоуровневые выборы – это наше будущее нашей республики, наших детей. Мы коллектив очень политически активный, грамотный. И всем дружным коллективам пришли отдать, как говорится, долг, свой гражданский долг. Долгожительница Банкин-Нюрта Натеречного района лично пришла на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Сакимат Багуевой в этом году исполнился 101 год. Ее встретили торжественно и также поздравили с предстоящим Днем чеченской женщины. Избирательный участок в селе Гайты тоже оживлен с самого утра. Здесь молодежь, взрослые и все, кому не безразлично будущее своей республики и страны. Мы все сегодня пришли на избирательный участок. Я сделала свой выбор. Голосовать жители приходят не только сами, но и приводят с собой маленьких будущих избирателей. К тем, кто не может приехать в избирательный участок, выезжают на дом, соблюдая все правила и нормы голосования. Хадижат Мальсагова закидывает бюллетень. Бабушка в этом году отметила 101 юбилей. يا ربنا يا رسول الله هي تبيرة بصل يا ربنا ربك ربي عزتي ويسي وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله دير هون خاصة بتخبصوا إن شاء الله الحمد لله. Выборы в Итумкалинском районе, как и везде, начинаются ровно в 8, но избиратели выстроились в очередь еще до открытия избирательного участка. На данном участке находятся 2 кабинки для голосования и 1 стационарный ящик. Сегодня, в первый день голосования, планируется принять около 30% избирателей. В целях профилактики распространения COVID-19 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора всем избирателям выдаются средства индивидуальной защиты. Организован пункт температурного контроля и санитарная комната. Итоги выборов станут известны 20 сентября. Мухаммад Джамал Лейла, Изабелла Хамурадова, Хеда Саламова, Арби Чакаев и Магомед Бачаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава Чеченской Республики провел расширенное совещание с правительством. Обсудили ряд важных вопросов, в числе которых догазификация домов, поборы в школах и ситуация с коронавирусом. Подробно в нашем материале. На расширенном совещании с главой республики присутствуют министры, богословы, руководители районов и начальники отделов полиции. В начале встречи Рамзан Хаджи Кадыров выделил ряд основных вопросов, которые будут затронуты на заседании. обсуждать директор. В первую очередь, алхамдулилlah, хастамуды коронавирус бог лазер дома, но что лагдель, но делах чек дельдат, и дон чек дедош дат, да има дон, отсахига дон. Такая масса дон, ахеш исаду, шола дон, да йох выбор шуй дон, так что веги дон, выбор овешу, ши позиции, ши мнение, слово ядик дон, ши дон, из овешу, так и хамбайотсум дон. Itsācījāci bašo lietu, šī хочу майдать сонитилитет, усу хару, увожу боротата определенный процент населения. И так
Üstone, schon niedrig schrie jetzt da noch sie da sie не sie види не все все взгляд шли что да Сюда еще вопрос du и школу шкадал халду из-за да и школа вопрос да. Вы халдон иди олца да и особо важный вопрос тут дышен да на газификация да вы я еще газификация да такая иногда не съешь он такая стабабиш футбол ахтон Цедельч газцахлер из наханда висит здесь изябабиш по борцу дона. И что вопрос? Первым перед собравшимися выступает заместитель председателя правительства республики Вахид Усмаев. Являясь руководителем оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, он доложил обстановку в регионе. По его словам, статистика заболеваний с каждым днем идет на убыль. По числу вакцинаций Чеченская республика впереди всей страны. Однако расслабляться нельзя. По поручению вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, до начала октября процент привитых должен дойти до 80%. هو يرد ويتج هتابع دانا يقيرج كابي يل جمي يرج كاشيش قاقل جي دانا تاقوان إزر صادان دين وقتينيرت ولا ألدان. غرازنسكي سيلسكي سلام بيك وإبال بيشين هو دين ستوتا قان نسلو للرزل هو دين خاص وشوس أرجون يوتشل بلان خاتشين تقبل إيش بابل وتعرف خير وما زال أرجونا إيش ستاجر والسلام دان إنزا أبرتين شتاب هو رجعنا خلص دان إنزا حال ما ألر دان протокольный дон решение на дон именно Голикова Татьяна, значит 80% дон до 1 октября вакцинировать был. В регион уже плюс 60, уже за 70% доллар. Взрослое население дон под 70 долларов, 60% инца регионе. Глава республики отметил эффективность разъяснительных работ с жителями. Благодаря такому подходу число привитых в регионе значительно выросло. Рамзан Хаджи Кадыров заявил, для улучшения результата нужно и дальше продолжать в таком направлении. طبعا حاله هون ديال إذا طبعا دو مصر دو بلان ويبر هون السودان значит подход юктя дو нах дو ответственно буше дилан диекер коуч деш бодон а у гар цедяш волчан ишаш чва аша акшин халушул ачоч хауч аш соиру ачоч хауч شو أراد البابي البوش دون دينا وقت جرت وقتناتي دون تجوش يرتشياتشن دستون شو أراد شو أراد المحتوش ديستخلش شو خي أراد شاندون شو دونه شو نشين بمشتكي دون باروتشيني لو دونه إذ بمشتكي وشيء نشان تون بمشتكي يو غلوا ريون تكاشي إتلاقن وقتن دستون إذ دون دعاد يقل أراد خز ديستخلش ناسي أشبابش يو إنسان ليش بيش ويدون بلتي باش بيش مش بدون ديونوس ديت بس نا فاكسين تين نا بقداس بلش مش بدون فاكسين تينش بلقش داس سونو ما داتش دون هاي خير دو خد عروبت ما يزيد دون شو عصد دول من قيتش مثلا دون لازر دون اسكيتشي دون لوخ فورمي هون تشقي عليه دون ديك دو يتوحش دون ساعات نبوتش ديستي خلايات باكاد دون قوش ساعات دون نابروتسن دون ديكيل أوان شلون десятки дикилоаван шуксендон гучелешлон. По поручению главы республики Вахид Усмаев недавно занялся и вопросом поборов в школах. Для устранения этой проблемы работает специальная комиссия. В случае подобных нарушений можно позвонить на горячую линию. Спикер заявил, что многие обращения после проверки не подтверждаются. Однако есть и случаи с увольнением директора и учителей. Ежедневно дирекцию телефон доверия это я хочу дон духбеш. Она мне нахожусь дон саяуна фактами هاي أيضا دان أنا نمكش دان رأيي تم دان نتعديت شنو ختيجات ختيجات تغنى دان وغرازنسكي 38 школ тоже إذا подтвердит садидан значит книгш عزيز عتيدراج دان أدبتيسون أولشة بير شكول دوية جندو على أدبتيتي ترعما تاع تروح نديلني تاع تدراجدو تاع إدريس بيسلا دعلو على تاع تعمل يتغيرنا البلاجينير غير بتردي تصدق شيل رات أنا أدي الأبرزواني ركوديت الحيالين تنات عجالة بشول إذا ويسنتي بتردي تصدق شيل ديواتي ديساتي شكولا دون تير
руководитель Гарано из-за авалинга, из-за татсуман я предупредить, так аргониал ситуации, он хочет сер жалоб жду кудер подтвержденный дер сер хаголдин ашна дуэга список, то есть голосовой сюда ашголди бошон, так директору шине классный руководитель он признать дир но сон инстаграме же комментарий сейчас учительница арбах сон информация hayat сар арбах комментарий сейчас алгот халал сейчас штаб биндона движение юбала يتدرس على وجه ديريكت قال وضع اسبوع но شيء учительница он да это но عودة يا زي شو بيدون إيش بتساعد بلعب مش عم نحبو حاجة دون إيش تبعت لحن بلعب ده سي إيش وش بلعب ميرو حاجة كنتي مير يازش بوجهنا إيش لحب بلعب ده صار ويجا تياز دون شيء بيشكر أحسن بدقيقة حرق ولا ده صار يو عيد ده إنك بتشوف دعوة يحصل إذا ما بقى حرب بوه ده صار ويا دعوة يحكي دعوة قد استجل ليش خلوا يتعمل يحكي دونه هو إيش توازر ديك أنت ده الأتو بوي حبوه يازل بيلو ده صار يازي إيش بوجهنا يازي نبودنش دون حاجة بيرفع ما يازي نشتري هذول أتعمل يلبك دون بلا دعوة قبيز ده صار فنداشي أنا نمني حون يازي نجوي دون إذا حاجة عادي دون تبوا بتريز دشات إيلدت نيوم يدرس دون إذا حاجة عادي إذا نكزاتي يدرس دون وين دك ديش دون Рамзан Хаджи Кадыров поручил полностью искоренить какие-либо поборы в школах. Все необходимое оплачивается из бюджета. Глава республики призвал должностных лиц Министерства образования и муниципалитетов ответственно отнестись к работе. Любой дон ахчлади оршутак сразу лалуи шудас дон. Интвой масана хушду кида дона شيء صدق تسوي الشاني ودو كيرهان ويبرز عيول شولت يا تسوين زالس تشخلي أحدا لا سريعون يا لو ريعون غلوا دعويرو نشاري بيليس دعويرو ديريكتور شكولا دعويرو تيعول ريعون دعويرو داستان يو خلي داك مينيستر دعويرو كده يشتغل بداستان إز ده خدشوا أبيسين دي دان شو زابر شيش دات شو دان شو قيرو شو عط عيتا بوش دات شو تعرض عدل دوش دات مجر دات سويب شليح ودا ويلوردو كنيك شوي ويتسريو قاتدرات شوي ويتسريو إيتسيه شلمي وي شيء ويتسريو داستان إيتسيه شيء وي دان عيدلو لري شيء فيدرالي سنتري حيالي شيء حياة قريو مثل دان بيجيت الأحسن ديش أحسن ويدريتي دو نو Еще одной актуальной темой совещания стала газификация. На данный момент в Чеченской Республике 22,5 тысячи домовладений, которым предстоит подвести газ. Однако почти все хозяева не имеют необходимых документов. Есть также и проблемы по сборам за жилищно-коммунальные услуги. Рамзан Хаджи Кадыров дает поручение Муслиму Хучиеву взять эти вопросы под личный контроль. أشكي أصله دكتور حلوانش ألشي 2661 да 22600 чем-то дон يو كيش دوش أي كيش دوش دون خلشي دون تانت دون ويما ألر دون لبويهم خلشي تانت دون دهم داس دون تان بجاني تي تي بيك بات هم داش تي أدرس داس دون تي لبوي موك بيجيش دات إما دايت هول دون ل خلوا اللي بتصوري موسم لبوي دون داودي لموك باج وجينا طايش إيش دون عدا شيء تي تعاتن تشيل شان ستوات دقيقة شيء يقدر يصير أحسن لوش خلشي تان دون دل دون وي بقوة سهول ويجوت صدقيت تبغيت له كنت تبغيت دون تي قاعد دون تكيرش دوتن ده يدوس مسلم دون دوس تون ده وحلقة ويدام مسيح شو على أبواب بدير ويتصل تعصبوه شت عم بس دون يوش لعبين أبواب داستان يسخن أو أوتشر داستان شقت دولة هات دولة بوش دون بس حاجة عجيب مسلم يوبروس دون أي بتكنترول لازم يشق دقيق داستان يشق دقيق يوبروس دون ليه براو عدد جلاد دون شيء كيت إبال بي حبال بي يوبروس دون ديش وتا أستري دو يوبروس ألدونه إيش بيلا سير إيش بروس كات بهم ديزل. Список юцук, а главное хайл шел, земель дом дин далас дом до иза тоже не подходит. Дом дина хлещи кишту шелдишту, ще номер хлещи, улиц название хлещи, от юрта итиалин газ хлещи, точка подключения ближайшие 200 метров. И основное требование, чтобы включить его в план дегазификации социально. Из-за Рамзан Хмаш Мабахра, из-за Хаздесма, дин чехдах, чехалам, газ ялу бош, вахизор датсар, вахизи чех венцар, итиалу ахчах дат бюджетан. То, что по посланию президента Бельгалдальду из именно Газпрома делано за счет их средств дидуш. Нам всего лишь остается Рамзан Мабахар и Кирш Тана, Кирш Росреестр Кичу. Главное, чтобы главы района щещи план газификации юга еханел и объектный план газификации юга объект шхается, чтобы ни одного объекта не осталось за рамкой этого плана графика.
Удаж халам ва юке кирштолш, юке цаваш, издаж халам бех глава хибу, цу юке цавата. Вот нужно эту работу. Росреестр кичушун, аж балбичан, МФЦ кичушун. Там шун махар через МФЦ подают заявление, главы администрации выдают разрешение на строительство, на ввод в эксплуатацию. То же самое Росреестр, а когда инженер цель функции шушун из ещё дадешил кирча технический план объекта межевания шадик цардидушун. Но главное, что главы должны этот вопрос взять на контроль. И цал вопрос Рамзан, что межведомственная рабочая группа по улучшению ситуации так руководитель говорил, что сега вот именно по сборам за жилищно-коммунальные услуги там вопрос остро легче Мосу районшка, глава района, мэр города, руководитель штаба чего Койлен. Вот тоже поручение усилить эту работу. И третий вопрос – это орган исполнительной власти, орган местного самоуправления активизирует работу по подготовке объектов социально-жилищного коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Из-за 15 октября период Аюлурил, Шушаев, Чуволчира поручение такое, чтобы и объект Кечемба. А мы но, как всегда, 15 октября постоянно юлуш сезонный цыга бабиш белошбу и Рамзан Хвач выбор даю что да ехать дара и контрольное совещание дуй по этим вопросам. Я ушкет дона требовать те что он хунд дин hausa austul da don we wat shit on bobby boy das dann ja is само диба что вы ваш да что du масара das as диба das dann horna gas wird easy dann качество easy das dann ist nachher dann hidden dann tre und avec moi ja sein dann so dann der bobby ist das dann aber dann gesagt wenn gesagt ist du musst mal federальный federальный so تعمل ستركتور ويو das dann ich gehe dann خلق bobby ist das dann مكتبش لرديش حش قوتش ديش بيقول شو دون структур бабы شو تون يبغى بيتر دون شاو ده مستعبول شيء مسير ودي كردستان. Глава республики дал поручение улучшить и ускорить работу по всем вопросам. Большинство из них необходимо решить в кратчайшие сроки, а некоторые будут затронуты на отдельном совещании. Абдулла Батаев, Ислам Али Султанов, при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, неделя. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с бывшими представителями власти так называемой Ичкерии. Многочасовое общение на живописной природе прошло в селе Гелдаган. Собравшиеся вспомнили о событиях, происходивших в регионе в период войны. Каждый из них не понаслышке знает о тех смутных временах. Находясь по разные стороны, в свое время эти люди приняли самое верное решение. Steeds dan hij cheat wat wie pikt wordt at another is dan want dat is story al daar gewoon am هو ولا dan حد يلعب interest يوكر اشي حاول ما تحرق اسمع ده جدول حوار اسمع ده حوار عدونه هو الناس سدت بس سو وقت لو نبرت اس سودان طن بلا شو سودان بيت شيء نشين دون دالا بيا مرا بيت بو صندوق طن بيت شيء بو يدخ سودان اسات شعر دون شيء قاعد ما ده شو بيت سلك ما تعيني ده هو شو بيت بتشين على بيت شو وقت بيش بات سبوش وقت بيش بات سو وقت بيت وقت بيش سيبو وصبور بات سيبو وصبح دون بوق طول بيت دون وقت بيش ده عاد بيت ده عم عايش دون بتشين دون نورمال بوزيشن نار عدوت عدو وحوش شيء ضايع شيء دوزرشن شيء نانو شيء حسن من دول دي دون قير مقير دون شالت على شويه بس قيرت دون. Все они последовали за первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Благодаря его верному пути чеченский народ вспоминает о тех событиях, как о страшном сне. Сегодня каждый из присутствующих на встрече с Рамзаном Хаджи Кадыровым трудится во благо общества. سنة بالا بوربو إبال دونا عدد بتنا إخاق دوش عدتنا إيش دعب بوي دعب وربو ألا إيش دو دون طبعا هل بدعب عن شاليل وش لقول شاش دو بوش دونا شاش كورت دو بوش لا تلا خلق أنت إبال ما بيئن بوي دعب وش دون شو دون طبعا سيجا حق أمير دق هيك مش هذا يحسن. Чеченскому государственному драматическому театру имени Ханпаши Нурадилова исполнилось 90 лет. Эту знаменательную дату отметили праздничным мероприятием. На юбилее присутствовали представители власти, общественные и культурные деятели и сотни зрителей. Работникам культуры вручили награды от главы Чеченской Республики. Подробнее в материале Абдуллаха Батаева.
Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова – это культурное достояние республики. Он 90 лет вносит весомый вклад в сохранение и развитие культуры, традиций и духовных ценностей народа. Поздравления с юбилеем от главы Чеченской республики зачитал спикер парламента Магомед Даудов. Уважаемая Хава Лалиевна, поздравляю вас и в вашем лице весь коллектив Чеченского государственного драматического театра с юбилеем 90 лет. Это прекрасная возможность поздравить творческий коллектив всех, кто ценит и любит культуру чеченского народа, чьим трудом создается великое искусство, тех, кто служит чеченскому драматическому театру и кто искренне предан ему. В любой период истории театра имени Ханпаши Нурадилова всегда достойно держал марку главной сцены республики. Сцена чеченского драмтеатра – это сцена чеченской истории, отражение нашей жизни, обычаев и национальной души. Без культуры нет нации, сказал первый президент Чеченской республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Театр имени Ханпаши Нурадилова открыт 1 мая 1931 года, хотя работать он начал еще в 20-е годы как драматический кружок. С его становлением связано начало творчества первых чеченских деятелей искусств. За время существования театр пережил немало испытаний. Мы вспоминали недавно, что в начале 2000-х годов во всей нашей столице, это теперь красивой городе Грозном, не нашлось ни одного помещения, где можно было бы собрать хотя бы 100 человек. Настолько был город разрушен. Но тогда актерам не только не было где работать, не только условий работы не было, но им не было где жить. По всему миру, по всем регионам они были разбросаны, растасканы. А что сегодня? 2021 год. У этого театра, у всех учреждений культуры Чеченской республики, я не буду говорить о других сферах, есть все условия, полноценные условия, замечательные условия и работы, и каждый жилищно-бытовой вопрос любого актера театра, который всецело посвящает себя культуре сцены, тут же решает глава республики Рамзан Ахматович. В связи с юбилеем ряд работников культуры получили почетные звания: народный артист Чеченской республики, заслуженный артист Чеченской республики, а также награды за трудовое отличие. Масарова Зухра Хасмухамбетовна, артист драмы первой категории. Почетную грамоту от главы республики получила и художественный руководитель, директор театра Хава Ахмадова. У нас очень много было мероприятий, и федерация фестиваль, и премьеры спектаклей, и так совпало, что мы решили и фестиваль проводить, дни фестиваля, потому что мы очень хотели, чтобы наш юбилей увидели гости, которые приехали, поэтому мы вот так вот решили все это совместить. Очень волнительно, особенно артисты, которые сегодня получили звание народных заслуженных артистов, почетные грамоты. Я получила почетную грамоту от главы, у меня ее не было. Да, я очень счастлива. Я очень благодарна Рамзану Ахматовичу за то внимание, поддержку всемирную, которую он оказывает нам. Поздравительные речи прозвучали от культурных и общественных деятелей со всей России. В конце мероприятия на сцену вышли артисты, посвятившие свою жизнь театру. Зал аплодировал стоя несколько минут. Каждый из них внес свой вклад в развитие искусства страны. Не зря Ахмат Хаджи Кадыров говорил: без культуры нет нации. Абдулла Батаев, Магомед Бачаев и Ислам Али Султанов. Неделя. Молодежно-патриотическое движение «Ахмат» совместно с мэрией города Грозного, избиркомом и Министерством Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике провели агитационное мероприятие на бульваре имени Махмуда Эсамбаева. Прохожим раздали буклеты с информацией о выборах, а также пригласили отведать торт. Побывала там и наша съемочная группа. Большой и яркий торт с хэштегом «Я пойду на выборы» смогли отведать прохожие бульвара абсолютно бесплатно. Такой подарок для горожан приготовило молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат». Помимо этого, здесь раздали буклеты с информацией о предстоящих выборах 19 сентября. К великому счастью, как вы видите, вот толпами люди подходят, интересуются, спрашивают по выборам, некоторые спрашивают по формату проведения выборов, интересуются, мы все им объясняем, пока наши волонтеры все показывают. Прохожие такому подарку были очень рады. Они изъявили желание выполнить свой гражданский долг – пойти на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за достойного кандидата.
Параллельно молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат» организовало первый республиканский турнир по шашкам. Мероприятие приурочили ко Дню чеченской женщины. Играли исключительно представительницы прекрасной половины. Я с работы вышла на обед, смотрю, очень интересное мероприятие. Как раз всем известное общественно-патриотическое движение «Ахмат» проводит. Очень интересно и, кстати, посвященное ко Дню чеченской женщины. Мне это было очень приятно. Я решила принять участие. Пока 2 раунда я выиграла. Идем дальше. В этом году День чеченской женщины совпадает с единым днем голосования – 19 сентября. Молодежное движение «Ахмат» планирует еще несколько мероприятий к этому событию. Хайда Саламова, Мухаммад Джамалулейла, Арбит Чакаев, Ахмед Арсаханов. Неделя. День чеченской женщины – это праздник, основанный в память о 46 чеченских девушках, погибших во время Кавказской войны в селе Дади-Юрт. Он был учрежден Рамзаном Хаджи Кадыровым в феврале 2009 года. По его словам, этот день должен стать одним из главных праздников в республике. В нашем следующем сюжете мы расскажем о Рабу Аздаевой, женщине, которая 29 лет посвятила работе с инвалидами. С героиней пообщалась Изабелла Хамурадова. Сегодня чеченские женщины не только хранительницы домашнего очага. Они заняты в политике, экономике, социальной и других сферах. Одна из них – Рабу Аздаева. Она работает с 1992 года во Всероссийском обществе инвалидов. По ее словам, помогать людям стало делом всей жизни. Мой дом – это моя стихия. Я здесь. Я даже не представляю своей жизни без этой работы. Меня нету ни для родственников, меня нету ни для кого. Я вот все время пропадаю на этой работе и днем, и ночью, все время на связи, все время какое-то мероприятие. И я всегда говорю, что это такая работа, которую чем больше ты ее делаешь, тем больше у тебя работы. Рабу начинала с должности специалиста, а теперь она председатель Всероссийского общества инвалидов Чеченской Республики. Они оказывают медицинскую, материальную и гуманитарную помощь. Также проводят праздники и другие мероприятия с участием инвалидов. Мы содействуем раскрытию таланта детей с инвалидностью, людей с инвалидностью. У нас есть звезды, которые постоянно выступают. Мы им содействуем популяризировать свои искусства, свои таланты. Приходилось скитаться из одного здания в другое. Не было условий, в которых могли бы полноценно работать и проводить мероприятия. Но все изменилось благодаря главе Чеченской Республики, отмечает Рабу Аздаева. Построили нам такое шикарное здание, и вот этот двор, это все благодаря главе Чеченской Республики. И уже несколько лет мы находимся в этом здании, в просторных помещениях, в шикарных условиях. Погруженность в работу и мысли о доме. Все это дает Рабу Аздаевой сил трудиться во благо людей. И таких женщин в республике тысячи. Они заботятся о других, достойно воспитывают детей, своим существованием сохраняют домашнее тепло и уют. А День чеченской женщины – очередной повод отблагодарить их за все. Изабелла Хамурадова, Арбит Чакаев и Ислам Али Султанов. Неделя. В Грозном выбрали лучший рисунок на тему электричества. Конкурс прошел среди детей, нуждающихся в особых условиях обучения и воспитания. В организации этого мероприятия приняли участие сотрудники Грозненской ТЭС, педагоги детских коррекционных учреждений и волонтеры. Также для детей провели викторину и показали концертную программу. Создавать благоприятные условия для нуждающихся – это наша обязанность. Мы подарили им творческие наборы для рисования, также игры были у них, хоккей, аэрохоккей. То есть это именно мы передали в школу-интернат. Победителями здесь стали абсолютно все. Ребятам вручили подарки и сладости. Осинок фонарик, лампочка, нарисовать кнопку, проводащий, батарейка, что проводаш, сашти, то что мог балбо, агойч, дина, что зяза, интег, мечахую стрелку. В Аргуне открылся новый филиал благотворительного фонда «Даймох». Нуждающиеся смогут получать здесь одежду, инвалидные коляски, протезы, мебель и другое. Участок для постройки нового здания предоставила администрация города. На мероприятии присутствовали местные жители и представители духовенства. Сюжет Мухаммада Джамалулейла.
Заполненными одеждой полками, обставленными комнатами, всем необходимым для нуждающихся. Так открыл свои двери новый филиал благотворительного фонда «Даймох». Событие собрало вокруг себя местных жителей и духовенство города. Для них выступил кади Юнус Даскаев. Даймох функционирует с 2008 года, имеет свои точки по всей республике, а это 5-е по счету. Нуждающиеся смогут получить одежду, продукты питания, также инвалидные коляски, протезы и многое другое. Маленькие гости мероприятия тоже не остались без внимания. В честь открытия фонд приготовил для них подарки со сладостями и развлекательную программу. Для особо нуждающихся на месте раздали конверты с деньгами. Для тех, кто желает помочь нуждающимся, на территории филиала размещены ящики для приема одежды и питания. Посланник, мир ему благословения Аллаха, сказал: если мусульманин оденет мусульманина, лишенного одежды, то Аллах оденет его в зеленые райские одежды. Мухаммад Джамал Лайл, Арбит Чакаев, Ислам Али Султанов. Неделя. О других новостях из жизни мусульманской уммы расскажет Элиза Тасуева. В Малайзии с недавнего времени появилась религиозная секта, предводителем которой является 39-летняя женщина Сита Анур. Она во всеуслышание заявляет, что способна найти Мехди. Помимо этого, в социальных сетях опубликовала пост с якобы предсказанием о скорой Третьей мировой войне. Силовые структуры, обеспокоенные появлением секты, задержали Ситу. Во время обыска в ее доме обнаружили множество банковских карт, на счетах которых были немалые денежные суммы. Соседи пришли на выручку. В мечети Дитсбери, Великобритания, произошло возгорание. Оно привело к значительному ущербу святыне. В то время как пожарные приехали на вызов, огонь уже был потушен благодаря своевременному вмешательству соседей. Руководство храма выразило людям признательность за благородный поступок. Сам же пожар, по мнению экспертов, возник из-за поджога. На данный момент по этому делу ведется следствие. Нападки на мечети продолжаются. На этот раз жертвой исламофобов стала святыня в Остине, штата Техас. Осквернители нанизали на кол окровавленную голову свиньи и установили конструкцию подле стен храма. Помимо этого была обнаружена табличка с надписью: «Вы, мусульмане, также нечисты перед Богом, как для вас нечиста свинья. Разве смыто ваше неверие кровью Иисуса Христа?» Руководство мечети настоятельно требует от полиции тщательного расследования инцидента. Расизм все сильнее укореняется в обществе. Оскорбления от белокожей американки посыпались в адрес представителей разных национальностей и конфессий на борту самолета авиакомпании Spirit Airlines. Среди пассажиров была мусульманка Айша Туры, которая не смогла стерпеть подобного рода хамства и вступила с обидчицей в словесную перепалку. По итогу женщина нанесла Айше сильный удар кулаком, после чего экипаж самолета сразу же нейтрализовал нарушительницу. Правозащитники призвали прокуратуру не спускать это дело на тормоза и разобраться со всеми его нюансами. В Марселе Международный союз за сохранение природы избрал на пост руководителя мусульманку из Объединенных Арабских Эмиратов Розану Аль-Мубарак. Союз создан для объединения природоохранных организаций со всего мира. На сегодняшний день он помогает координировать действия более 1500 государственных и общественных организаций, реализующих различные проекты по защите редких видов флоры и фауны. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. Орошение и обводнение на площади 77 тысяч гектаров сельхозугодий будет восстановлено. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ведутся работы по реконструкции Аргунского гидроузла. Объект охватит Грозненский, Шалинский и Русмартановский районы и поможет увеличить урожайность. Подробности узнавала Изабелла Хамурадова.
Обновление Аргунского гидроузла позволит получать стабильный урожай сельскохозяйственных культур. Площадь охвата 77 тысяч гектаров. Особенно это важно в условиях засушливого местного климата. Строительство рассчитано на 3 года. В этом году закончат водобойный колодец и водосливную плотину. Для чего эта плотина? На сегодняшний день у нас орошение земель на площади 23 тысячи гектаров. С вводом Аргунского гидроузла будет введена площадь, вся орошаемая площадь, привязанная к этому гидроузлу, составит 77 тысяч гектаров. Вода отсюда будет подаваться в канал Аргун-Гуйты-Мартан 36 кубов и Шалинский магистральный канал с расходом 10-12 кубов. Восстановление ведется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В 2020 году были проведены проектно-изыскательские работы, и в начале 2021 года при содействии заместителя председателя правительства, министра сельского хозяйства Закриева Ибрагима Салмановича было получено положительное заключение от глав госэкспертизы. И в марте месяце был заключен контракт, и с апреля месяца подрядчик уже ведет работы. Гидроузел расположен на границе Урус-Мартановского и Шалинского района, а воду будут забирать из реки Аргун. Здесь же построена защитная дамба. На строительство сооружения ушло 6 тысяч кубов камней. Она обеспечит безопасность на случай наводнений. Техника здесь необходимая есть, значит, это бетоносмесители, бетононасос, экскаваторы, бульдозеры, транспорт, самосвалы, все это находится вот здесь на объекте. Сейчас идет процесс подготовки к укладке бетона. Сейчас арматуру все завяжем, и после обеда начнется сама укладка бетона. Гидроузел на реке Аргун построили в 1956 году. В результате военных действий он был разрушен. Новый будет лучше и современнее. Кроме того, работать система будет на автоматике. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев и Ислам Али Султанов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кюэлшу, Марш Ойл.